Мы все знаем о том, что в этом году город Якутск празднует свой большой юбилей. 385 лет от года основания. В 1632 году Петр Бекетов основал Ленский острог. И с этого момента у нас начинается история Якутска. И на данном этапе историки очень много задают вопросов вообще, как жили люди вообще в Якутии, в городе Якутске, например, да. И чтобы раскрыть вот эти вопросы, в данный момент мы приходим с двух опорных базовых моментов. Это занятость и досуг. Потому что через занятость мы определяем вообще полностью все социальные структуры, какие-то существовали в определенные периоды исторические. И чтобы ответить на главный вопрос, кто же есть человек, который жил в определенные периоды, мы задаем вопрос, как он отдыхал, досуг. А в периоды, хронологический период, это у нас конец 19 века, начало 20 века будет. Почему именно этот период? Потому что город Якутск, то, что мы сейчас его видим, каким он есть, культурный ландшафт, социокультурное пространство города Якутска, появляется именно вот в середине 19-го, начало 20 века. То есть то, что мы видим и как мы ощущаем город Якутск как столичный город, республиканский центр, да, вот он появляется именно в этот период. Что касается человека в городской среде Якутска, надо отметить следующие опорные моменты. Это то, что Якутск является одним из старых городов Сибири и Дальнего Востока. Все крупные города Дальнего Востока, они, восточнее Якутска, если берем, они являются основанными после города Якутска. Даже, например, Иркутск, он основан был после Якутска, в этом деле. Улан-Удэ, например. Это один из старейших городов. То есть история очень богата, очень разнообразна, очень много спорных моментов, конечно. Ну и самый момент ответить на вопросы, чем занимался горожанин Якутска в конце 19-го, начало 20 века, это мы должны посмотреть социальную структуру города Якутска. Мы все знаем о том, что в начале 20 века, вплоть до Октябрьской революции, мы говорим о том, что общество якутское и российское было разделено на сословия. И город Якутск ничем не отличался от других городов Сибири, Дальнего Востока, в целом России. Были основные сословия — это дворяне, духовенство, крестьяне, мещане. Особым отличительным моментом Якутска это были инородцы. Если посмотреть внимательно на все сословные структуры, сословные деления города, то, например, были дворяне потомственные и личные дворяне. Духовенство делилось на белое духовенство, черное духовенство, то есть были монахи. У нас в городе Якутске существовал мужской монастырь, белое духовенство. Крестьяне жили в основном в пригородах города Якутска. И в число крестьян можно отнести, например, даже такие интересные сословные и религиозные даже можно, да, отметить слои общества. Это секты. Например, это скопцы. В пригороде Мархе Мархан является скопческим поселением. То есть в Якутск приезжали различные религиозные секты, сосланные из Центральной России, или сами приезжали наоборот, да, и они оседали вот в пригороде и занимались сельским хозяйством. Мещане у нас тоже существовали в городе Якутске. Они ничем не отличались от мещан Сибири, сибирских городов. Это были в основном те люди, которые жили в городе Якутске, в городской среде, и имели собственность, и занятость у них была в городе. То есть это были горожане конкретно. Что касается инородцев, то в архивных источниках, которые мы наблюдаем или мы можем открыть в Национальном архиве Республики Саха-Якутия, там прописано то, что это в основном были якуты. То есть инородцы, когда мы говорим об инородцах в городской среде Якутска, то в основном это якуты. В отличие от других сибирских городов и городов Дальнего Востока, в Якутске у нас инородцы занимали очень значимый процент в городской среде. Население у нас было, скажем, даже так, где-то более 40% это у нас были уже инородцы. То есть, если говорим, что в 1908 году население города Якутска было чуть больше 7 тысяч, то из этих 7 тысяч у нас 3 тысячи
были якуты. То есть они говорили на якутском языке, одевались соответственно, и занятость тоже была в таком плане. Если говорить о особенностях, то город Якутск говорил на якутском языке, это отмечают все этнографы и путешественники, которые побывали в Якутске. Например, тот же Серошевский, Маак, они отмечают о том, что везде мы слышим в повседневной жизни якутский язык. Даже чиновники, которые приехали недавно на службу в Якутск, они вот рано или поздно начинают изъясняться на якутском языке. И даже был такой термин, то, что якутский язык — это второй французский в Сибири. Конкретно, если вот мы сейчас рассмотрели сословную структуру города Якутска, то можно отметить, чем занимались горожане в Якутске именно в этот период. Если мы говорим о дворянах, личных дворянах, потомственных дворянах, то в основном это было занятия в сфере государственного управления, это были чиновники различного уровня, различных функций. Они занимались тем, что, просто говорим, да, выдавали справки, контролировали какие-то социальные процессы, то есть торговлю, приезд ссыльных, отправка ссыльных, контролирование каких-то губернских вопросов. Начиная со второй половины XIX века в Якутии появляется свой губернатор, гражданский губернатор, то есть он номинально получается некая независимость от иркутского губернатора. И чиновничий аппарат, он был в основном из личных дворян, потомственных дворян. Дети личных дворян становились почетными гражданами, то есть они освобождались от определенных повинностей, от телесных наказаний, например, и могли какие-то льготы иметь для своего, современным языком говоря, своего бизнеса. То есть в начале 20 века мы говорим о том, что чиновничий аппарат и бизнес в городе Якутске, предпринимательство, оно стояло на одном уровне. Следующая категория — это купцы. И надо отметить о том, что купцы, они являются одним из градообразующих сословий Якутска. Купцами могли становиться все желающие, которые могли потянуть гильдийские сборы. Да? У нас в начале 20 века в Якутске появляются купцы первой гильдии, то есть те люди, которые могли торговать на уровне международном, то есть Китай, Америка, Япония. Это вот уровень первой гильдии. И, например, Сербяке, тот же самый знаменитый, да, он был купцом первой гильдии. Очень много купцов второй гильдии, они магазины, лавки базировались в Якутске, то есть торговали по всей области Якутской, по всей Якутии, считаете, да? И основные торговые точки, лавки, магазины, они базировались в городе Якутске. Купцы, накопив определенный капитал в сфере торговли, международной торговли, на уровне губернии, мы говорим о том, что они открывают банк. И этот банк, он начинает торговать, работать с Китаем, ближайшими государствами, городами, и иметь какие-то свои филиалы в крупных городах России, по Сибири и Центральной России. Это было купечество. Следующая категория населения — это казаки. Тоже казаки, как наряду с купцами, они являются городообразующим сословием. Факт того, что Якутск был основан казаками, сразу говорит об этом, да. И казаки, они существуют с первых страниц истории города Якутска, с 1632 года, вплоть до революции 1917 года. Но тут маленький нюанс такой, то что с 1913 года якутские казаки имели возможность свободного выхода из сословия казаков. Почему? Потому что в начале 20 века функции казаков уже начинают нивелироваться, стираться. То есть это охрана дорог, это какие-то полицейские функции в городе Якутске, охранные функции. И это была скорее не служба, потому что зарабатывали очень мало. Казаку стало выгоднее быть мещанином. Мещанин — это горожанин простой. Он жил тем, что у него в городе, в городской черте была недвижимость. Это могла быть земля, какие-то постройки, дом. И мещанин, он в большей части арендовал вот эту свою недвижимость. Это мог быть дом.
И были даже случаи отмечены, то, что горожанин-мещанин летом, например, переезжает в баню или какую-то техническую постройку, а дом он сдавал приезжим, которые приезжали в город Якутск по каким-то определенным делам своим. Что касается инородцев, то я отметил, это были в основном якуты. Они уже занимались тем, что это дворники, какая-то прислуга, торговля, контакты с местным населением. И были отметим следующий пункт, то, что якуты, они были посредниками между городом Якутском и ближайшими селами, улусами, в те времена назвали волостями, да, получается. Вот такая картина. Средняя стоимость заработка горожанина в Якутске делилась по гендерному признаку в начале 20 века. Мужчина зарабатывал от 60 копеек до 2 рублей в день, то есть поддельная работа была, оплата. От рубля у нас начинается и выше начинается мужская работа с лошадью. То есть если человек имел лошадь, он мог зарабатывать от где-то 2 рубля в день. Женская зарплата, она была, тоже начиналась где-то в районе 60 копеек в день и заканчивалась где-то в районе рубль, 20 копеек, рубль, например. Самый главный вывод по теме, чем занимались, занятость горожан Якутска в начале 20 века, это самый главный вопрос, кто жил хорошо в Якутске в начале 20 века. Это были чиновники, это были мужчины с лошадью, извозчики, скажем так. Это были те люди, которые занимаются определенным бизнесом. Это предпринимательством, торговцы. В принципе, если мы посмотрим в ракурсе нашего времени, то город Якутск, как столичный город, чиновничий город, торговый город, центр путей и сообщений, он до сих пор остается таким. Но тут еще надо отметить следующий пункт, то что начиная с 20 века Якутск еще становится не только торговым политическим центром, да, но и научным центром. Вот это отличительная черта современности.